Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Если посмотреть в более ранние исторические документы, чеченцы граничили с адыгами, в частности с Малой Кабардой. Наши взаимоотношения можно назвать хорошими и честными, даже если были некоторые стычки, братство все же взяло верх. Обе стороны относились друг к другу с большим уважением, старались не участвовать в походах царской армии друг против друга. Были случаи, когда кабардинская милиция разворачивалась у чеченского аула, не желая принимать участие в его разорении. Это, несомненно, говорит о том, что братство между чеченцами и адыгами было прочным. Также в нашей истории немало фактов о том, что мы поддерживали друг друга в войнах за свободу, имели общих предводителей, наибов, отряды, которые в нужное время отправлялись на помощь к своим братьям. Заключались разные договоры и соглашения, часть которых сохранились и по сегодняшний день. Чтобы не быть голословным, мы вам покажем пару источников, свидетельствующие, что чеченцы граничили с адыгами. Россия в царствовании Екатерины II 1762-1796 годы. Чеченцы граничат с кабардинцами. Покоренный Кавказ. Очерки исторического прошлого и современного положения Кавказа с иллюстрациями. На странице 122 сообщается, Кабарда разделяется на Большую и Малую Кабарды. Малая Кабарда граничит с Чечней, определяется углом, образуемым тереком при впадении в него реки Малки. Карта Кавказского края. С обозначением границ 1801 по 1813 годы. И тут мы видим, что Чечня граничит с Кабардой. Утверждение русского владычества на Кавказе, том 3, часть 1. Под именем Чечни во время Ермолова у нас считалось довольно обширное пространство, заключающееся в границах, которые обозначались. На север рекой Тереком, примерно от станицы Стодеревской до впадения в него реки Сулжа, на востоке Качкалыковским хребтом, отделяющим ее от кумыкских владений, и верховьями реки Акташа, к которой примыкали земли Дагестана. К югу от Чечни примыкала к Андийскому и Передовому Кавказскому хребтам, гранича здесь с Грузией и Нагорным Дагестаном. На западе к военно-грузинской дороге от Дарьяльского ущелья и до крепости Владикавказа, и затем далее граничила с Малой Кабардой. Карта Кавказского края. Отдельного Кавказского корпуса, Тифлис, 1842 год. То же самое мы видим здесь, чеченцы граничат с кабардинцами. Адольф Петрович Берже, Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859 год. В предлагаемом ныне описании включены в состав Чечни все земли, ограничиваемые на западе рекой Сулжей и Малой Кабардой, на севере рекой Тереком. С севера и востока Качкалыковским хребтом, отделяющим Чечню от кумыкского владения. И с юга Андийским хребтом. Итак, почему же сегодня граница между адыгами и чеченцами отсутствует? Причина в том, что царская политика велась против этих народов, и их земли были разданы выселившимся с гор лояльным обществом, которые были расселены Ермоловым для охраны военно-грузинской дороги. И ингушские историки знают это и с гордостью заявляют, что являлись форпостом царской власти, которые препятствовали объединению чеченцев, адыгов-аварцев, кумыков и других свободолюбивых народов Кавказа. Чеченцы-братья, читайте и изучайте историю нашего народа новче, чтобы знать, где проживали исторические наши предки, ведь в будущем мы должны вернуть наши земли, чтобы мусульмане, живущие на них, не совершали грех, живя на харамных землях, за которые наши предки проливали кровь. И напоследок, границы народов Кавказа в наши дни.